республики, как вы знаете, большинство наших граждан выезжают в трудовую миграцию в Российскую Федерацию, то, естественно, основной здесь встает вопрос о том, чтобы цивилизованно регулировать эти процессы. Потому что если не регулировать как с точки зрения законодательного регулирования, так и других аспектов трудовой миграции, то, естественно, возникают ситуации, в силу которых трудовой мигрант он просто виктимизируется и попадает в ситуацию торговли людьми. В настоящее время у нас наблюдается, если рассматривать трудовую миграцию из Республики Таджикистан, наблюдается постепенное, но устойчивое увеличение количества женщин, выезжающих в трудовую миграцию. Если раньше женщины выезжали просто как, скажем так, как члены семьи трудового мигранта, глава семьи выезжал, и с ними женщины выезжали, то сегодня уже есть такая тенденция, что женщины выезжают самостоятельно в трудовую миграцию. И есть, конечно, успехи у многих наших представителей Республики Таджикистан. Они добиваются каких-то успехов, они налаживают свой бизнес, но в большинстве своем, в силу того, что, как правило, трудовая миграция из Республики Таджикистан носит стихийный характер. И, например, организованный набор, о котором мы очень много говорим, и то, что вот мы хотим соглашение подписать с Российской Федерацией о борг-наборе, то это еще все равно большая часть населения выезжает стихийно. Это обусловлено тем, что у нас есть, как вы знаете, безвизовый въезд с Российской Федерацией и также с Казахстаном. И более или менее сносное знание русского языка. И, конечно же, постсоветское пространство, оно намного ближе, чем какая-то далекая Европа. И в связи с этим наши граждане в основном выезжают в Российскую, 99%, и маленький процент выезжает в Республику Казахстан. Ну, совсем малое количество это достигают там стран Европы. Вот. И, как правило, все же в настоящее время женщины наши не конкурентоспособны на рынке труда в той же Российской Федерации. Потому что, как вы знаете, мужчинам, вернее, отдается больше предпочтения при найме на работу в стране трудоустройства. Также затруднен доступ, как правило, у женщин затруднен доступ к медицинским, образовательным и социальным услугам в стране трудоустройства. И неурегулированный статус усугубляет риск попадания в ситуацию торговли людьми. Также проблемой является то, что мигранты уезжают, и здесь остаются брошенные жены, так будем говорить, брошенные. Конечно, это звучит очень, режет слух, но в то же время это так. Потому что в силу того, что наши мужчины работают там, они заводят новые семьи, то у нас налицо изменение модели семьи. И также из-за того, что женщина не может отдать все свое время воспитанию детей, потому что она будет вынуждена работать, зарабатывать на жизнь, в силу того, что ее муж, например, там в России женился на ком-то, и он, как правило, забывает о своей семье, не направляет ни денег, ничего. И в силу этого женщина, она занята какими-то работами и не может воспитывать детей. Отсюда у нас еще одна проблема – это безнадзорность, детская безнадзорность, детская преступность. Вот. И, конечно, в этом контексте торговля людьми – это такой неестественный, но в то же время обусловленный уже результат того, что человек не имеет ни статуса, не имеет нормального образования, нормальной профессии, чтобы устроиться, чтобы быть востребованным на рынке труда российской. Тоже, будем брать сейчас Российскую Федерацию как пример. И вы знаете, что прибыль от торговли людьми занимает 3-е место после наркобизнеса и торговли оружием. 3-е место.